Жень, скажи, пожалуйста, мы часто с тобой встречаемся на разных мероприятиях, в разных студиях. Назрел не то чтобы вопрос, а целая тема. И я более чем уверена, что у тебя есть ответы на все эти вопросы. В Украине только 3% людей готовы вести свой бизнес, начинать. Ну, перший страх – це ж, щоб не прогореть. Тобто це і податки, це ще якісь інші. Сейчас рынок находится в режиме ожидания, и никто не знает, какие будут перспективы. Малый бизнес, понятное дело, нужен. Все-таки свое есть свое, ты независим ни от кого. Ти сам вирішуєш питання, за чого ти годуєш свою сім'ю. Наверное, я не такая энергичная, чтобы из воздуха деньги делать. Денег нету. Это собственная лень и собственные недостатки в основном. Дождаться какой-то ясности хотя бы на ближайший год. Я думаю, тогда будет легче. Я встречаюсь с людьми, которые планируют какие-то новые проекты. Да? Это разные сферы деятельности. Но они боятся начать, они боятся рисковать. Причина чаще всего нету стартового капитала. Да? Или кажется, что тот стартовый капитал, который есть, его будет недостаточно. Боятся рисковать. Да? Или начинают, потом вот что-то происходит, какая-то там вот вроде бы ошибок нет, но что-то происходит. Хороший был проект на бумаге, ничего не получилось, деньги потеряли. Что скажешь об этом? Вот как начать? Или все-таки пока денег не собрали, лучше не начинать? Ты сейчас задала 3 вопроса, чтобы ты понимала. Поэтому начнем, наверное, с первого. Когда ты говоришь, что люди не могут начать, это явно признак того, что есть некие внутренние сомнения, это производное от страхов, есть страхи. Когда мы говорим про нет денег, либо нет образования, либо не та идея я ищу, либо недостаточно еще опытен, это все тоже отговорки, потому что есть какой-то внутренний страх. Евгений Дейнеко – психолог, арт-терапевт, тренер успешных людей, предприниматель. Больше 11 лет своей жизни посвятил изучению метафизики денег и психологии достатка. Изобрел уникальную систему, позволяющую человеку решить финансовые трудности и повысить свой доход. Евгений утверждает, сегодня его систему используют 30 тысяч людей. Различает мужскую и женскую модель привлечения денег. Женщины, говорит Дейнеко, это магниты для денег. Именно их желания изменяют нашу реальность. Мужчины же инструмент для исполнения желаний женщин. В честь женщин мы живем и достигаем целей. Евгений не верит в общепринятые суеверия, но создает свои собственные. Не занимает денег после захода солнца и не дает их в руки малообеспеченным людям. 1/10 своего заработка ежемесячно тратит на благотворительность. Брайан Трейси, консультант по менеджменту и развитию личности с мировым именем от Дейнеко, говорит, Евгений сильный и харизматичный тренер, нам всем есть чему у него поучиться. Это все тоже отговорки, потому что есть какой-то внутренний страх. Когда мы говорим про начало бизнеса, людей в большей степени и обычно сковывает именно страх. И нужно работать с страхом в первую очередь. Страх чего-то конкретного или страх у каждого может быть свой, разный? Ну, на самом деле очень много страхов. Фактически может съехать все до 2-3. А именно страх ошибиться. За этим сразу идет социальный страх, бояться показаться плохо, показаться другим. Не преуспел и чувствую себя не очень хорошо. Ну, не осуждение, не принятие, скорее всего, тоже до уровня инстинкта. Не принятие, а осуждение, да? То есть критики, может быть, здоровое, нездоровое, неважно. Боязнь быть отвергнутым. Окей. И другой вариант, например, многие люди очень сильно боятся даже преуспеть. Это очень глубокий психологический вопрос, но фактически многие люди, они привыкли жить как-то немножко паразитируя, да, безответственно, не думая ни о чем. А тут вдруг они преуспели, естественно, за этим тянется ответственность, затем тянется что-то будут хотеть, затем тянется выход из зоны комфорта. И это куча вопросов, которые люди решать не хотят. И, естественно, начинают прикрываться тем, что нет денег. Хотя по факту деньги это вообще по степени важности сидят на 5-м месте, далеко не 1-м. Я говорю о том, что деньги вообще для стартапа даже, скажем, не рекомендовано иметь. Есть хорошее такое выражение, хороший стартап – это голодный стартап. Хорошее начало бизнеса – это бизнес без денег. Это лучшее, что можно придумать, потому что сейчас без денег человек начинает думать. А с деньгами думает меньше. Потерял, ну и потерял. А тут нет денег, а хочется достичь. И он начинает думать, меняться, как-то подстраиваться. И вот сейчас рождается предприниматель. Спасибо тебе большое за эту надежду, потому что, ты знаешь, очень многие, я таких вижу ребят вот со светлыми головами, с прекрасными идеями, боятся.